Добрый день, уважаемые подписчики. Как вы могли заметить, мы долгое время не выходили в эфир. Наверняка вы знаете, что мы закрыли свою студию, переехали из офиса. Вот. И я просто хотел бы сказать большое спасибо всем нашим подписчикам. Спасибо, что были с нами все эти годы. Мы очень вас ценим, очень вас любим. Надеемся, что в будущем наши пути не разойдутся, несмотря на все обстоятельства. И дело в том, что в следующем году наша студия «Ветви», продолжает дальше свою работу. У нас все будет как обычно. О, раунд! Привет! Всем привет! Вы на канале Ветви, и вот мы снова с вами после... Это огромного перерыва. Да, продолжаем. Шоу должно продолжаться. Микрофоны новые. Микрофоны новые, студия новая. Сегодня тестовый выпуск, поэтому, скорее всего, со звуком будут косяки, там что-то будет лезть в кадр. Не обращайте на это внимания. Я говорю про себя. Всем привет, ребята. Давно меня не было, и вот я здесь, наконец-то. У меня, на самом деле, тоже давно не было. Это типа Саргалана. А это типа Валерия. Микрофон только говорим. В этом году к нам пришла Саргалана. Вставки старых видео. Я люблю подкидывать к Майе на монтаже работы просто. Вот тут переход, значит, вот тут надпись. Вот тут мой Инстаграм, кстати, ни разу в жизни не отмечали. 10 месяцев назад я пришла в студию Ветви. И сняла порно СМР. Я не хотела, оно само так получилось вообще. Вы бы видели комментарии. Особенно, где Саргалана с морковкой и декольте. Это просто... Что это? Это сухарь? После этого выпуска, я думала, это будет последний выпуск вообще... Этого канала. Закроемся после Нет, этого. не настолько глобально, просто мой путь на этом должен был закончиться, но мой путь в... Пенсия. Первая съемка, тут мне пихают морковку, еще говорят, шепотом разговаривай. Ты И я такая, справилась с задачей на отлично, а я стеснялась. Вот, а знаете что? У вас есть... Почему? Почему ты решила остаться? Меня Майя заставила. Ага, это ты круассаны так-то таскала. Угу. Меня тоже заставляла готовить. Майя. Я поначалу ревновала дичайшим образом, когда появилась Саргалана. Да, вот про это я могу рассказать. Потому что мы такие все тусили, тут появилась Саргалана, и Майя такая, ой, смотрите, Саргалана принесла мне круассанчики, какая милая. Я думаю, это что, она подлизывается к моей Майе. Но потом нормально. Потом я ее полюбила как родную. Вообще приятно же. Можешь оставить это себе? Мне кажется, что в этом году реально меньше было. Действительно, было меньше видео, чем в прошлом. Но зато мы снимались все вместе чаще, чем поодиночке. Да, мне кажется, что именно коллективных видосов у нас было больше в этом году. Да. Мы как-то более сплоченными стали в этом моменте. АСМР было действительно, да? У нас был Апош. У нас был квиз от Миши. Шаурмада, кстати, у нас, 3 ведущих было. Пила еще была. Мне очень запомнились летние съемки, потому что, мне кажется, вот этим летом было больше съемок, если сравнивать с другими годами. То есть так, в сумме за год видео было меньше. Просто не было отпуска. Да, зато снимали. Да, мы в отпуск не выходили. Мы обычно в августе выходили в отпуск, а в этом году решили не выходить, и август снимали. Мне запомнились летние съемки. Лето радовало хорошей погодой, солнцем. Я люблю снимать именно на свежем воздухе. На студии... на студии мне тоже нравится, потому что можно посидеть, никуда не ходить. У микрофончика. Да, а летом солнышко греет, мне вообще по кайфу. Вот. Поэтому летние съемки мне очень запомнились. Та-дам! Нас сейчас будут фотать!
нужны молодые парни, которые свободны. А в этом году мы не снимались вообще вместе. Я вообще в этом году мало что делал, если честно. Ел шаурму. Нет, я ее не ел. Я только ребят встретил, когда они ходили, ее дегустировали, и так немножечко свои 50 копеек вставил к Влился теме. в кадр на Да, секунду. к теме того, что насколько может быть вкусной шаурма или нет. Сообразим на троих Берет шаурму? одно. Да. Я беру одну на одного, потому что я беру мини-вариант. Я не люблю твердый лаваш. Просто хотела сказать, Давай. простите, вот что у меня произошло. Все об этом спрашивали. Боже, ребята, да, я удалила Инстаграм. Не может Ба-ба-ба-бам. быть. И 30 числа будет дата. Ровно 5 месяцев, как я без соцсетей. 5 месяцев? 5 месяцев, ребята. Вот этот вот отголосочек Инстаграма, она снимает истории в WhatsApp. Бам! И я их вижу. О, да. Но мне просто интересно, что там могут записать и почему именно в WhatsApp. Ну, Но вообще-то... да бог с ним. Вообще-то WhatsApp — это самая популярная соцсеть по миру тоже. Ну, после Это Инстаграма. не соцсеть. Ну, мессенджер, Это да. мессенджер. Сори. Вот оно как. Видите, 5 месяцев не была, все, уже WhatsApp соцсеть. А завтра что? Газета объявление будет читать и говорить, что она подписана. Да у меня там подписчиков в Я газете. подписана на газету «Иркутск вечерний». А она на тебя подписана. А что у меня в году? У меня самое яркое, наверное, событие — это моя поездка в Японию на соревнования. Вау. Ну, вот и все. Это как и отпуск, и выступление, и часть съемок. Я постарался опять все записать. А еще про меня в газете написали. Вау. В местной. А, ну Да. я на нее подписана, да? Спорт Якутия. Я видела, да, я видела. Ну, больше всего радовались, конечно, родственники. Для них-то это попасть в газету. Также этим летом мы снимали репортаж с хоррор-квеста «Пила». И там мы пошли в составе Миши Кириллина, Саргыланы Степановой. Степанова? Да. Марии Мак. Вот что? Да, или фамилия ее. Добрынина, ладно. А отчество это какое? Константиновна, Валерия Игоревна и Михаил Александрович. Светлана Алексеевна. А я как сказала? Степанова. Не в тему. Это ты у тебя спрашиваю. Да, мы ходили на квест. Я решила, что ты Степановна. Степанова, Светлана Степанова. Да что с лицом? Не, вспоминаю, как Маша заплакала. Она заплакала, потому что испугалась. А мы ничего не могли сделать, потому что мы Миша были меня в другой бросил. комнате. Опять Кириллин виноват, он бросил Машу, короче. Да. Маша, ее тоже, считай, бросили. Мы Ну были как в нет, другой нас комнате. разлучили, мы не нас специально, разлучили, мы не специально. хотели. Мы так хотели оказаться все вместе, но привязали на цепь только нас. Где мой мистер Грей? Мы специально знали, что Маша боится, и отправили ее с нашим защитником, как мы думали, Да, в с Мишей тапочках. Кириллин. Да, мы думали, что он ее там спасет. Он такой: все, Маша, держись за меня, все будет хорошо. И мы уже где-то через 10 минут слышим: Маша, я здесь, Маша, где ты? Он потерял Машу, а Маша начала плакать. Ну что, Миша. 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 На самом деле, Миша Кириллин отличился в этом году тем, что он действительно, наверное, очень давно с нуля не создавал сюжет, то есть расписал сценарий, придумал вопросы, предоставил И где же Михаил реквизит, Кириллин да. сейчас, На Вилюйском тракте. Выглядит, знаете ли, так себе. И тут тоже. Опрос летний, когда мы А бегали нормально то, что тут... по городу. Да, ничего. Сначала сняли сам опрос, и потом только эти... Как называется? Подводки. Я не знаю, как это называется. Ну и вот. И это было так смешно. Пишите внизу в комментариях, Пишите в комментариях, какой бы стартап открыли бы вы. Я, честно говоря,
не такой большой любитель шаурмы, и несмотря на то, что люди так с энтузиазмом отреагировали на то, что едим шаурму, мне было тяжело, потому что, во-первых, я переел, а во-вторых, после этого мы, по-моему, поехали на тренировку, да, Жвань? Да, мы поехали на тренировку, и... Ну что, получили свой заказ? Две с курицей порезанные. Спасли Валерию. Чтобы она не сорвалась, мы приняли на себя эту ношу и сняли шаурму видео. без меня. Да, с шаурмой. Так благодарна. Этот жир, эту сочную курицу, лаваш армянский с картошкой. Мы Спасибо. сами себя Прости. заставляли. Самый первый выпуск года у нас был какой, Ваня? В микрофон. В микрофон. Какой у нас был? Первый выпуск года у нас был «Факты о ведущих». Она меняет свой имидж, платье другое, там макияж другой, там прическа другая. Все, я вспомнил, да, я там был. Там были все. Все там были, я в том числе. Обычно меня не берут на корпоративные съемки. Меня так где-нибудь одного в углу. Обычно меня никуда не приглашают. Да. Если какие-то командные съемки, какие-то там, не знаю, фесты, проверки и тому подобное, мне никто не пишет. Ладно. неправда. А если там что-нибудь там, иди вон там, постой. Это я, типа. Иди там Кэпа замени в ролике про шаурму. Да. Подержи там шаурму за Кэпа. Всегда причесанный, и меня тоже это бесит. Почему? Ваня стильно одевается. Ни капли жира у него нет. Меня вот это бесит. Почему? Человек старше меня, где пузо? Жрет и не толстеет. Это мужская ведьма. Кстати, там был очень хороший комментарий про меня, что я очень плохо выгляжу. Вполне возможно, что я умираю. Я, по-моему, болен. Сейчас помрет. Я стараюсь лучше выглядеть. Я не видела такой комментарий. Вот. Конечно, что про меня-то тебе не интересно читать. Что-то я не видел у тебя фотографию с газетой, где изображен я. Как появилась Саргалана, все. Да, кстати, у меня тоже градация по выпускам. Вот. Первый... У меня тоже претензии. Нет. Бородатого мужика снимать или... который скоро умрет. Или блондинку с деколте. Конечно, выбор очевиден. Вот кто-нибудь про меня снял выпуск? Нет. Ваня про себя снял сам. Мы кузнецы своего счастья. Я помню, я долго Майю уговаривал, чтобы она разрешила мне снять это. Да. Серьезно? Мне пришлось там, идти на жертву, там, уговаривать пожалуйста. Ваня, следующий год будет лучше. Да, я надеюсь. Может, меня пригласят в шаурму. Мне запомнился выпуск про хорроры. Хорроры. Какую выбрали локацию вообще, легендарную. То, что в формате влога ребята, вообще очень интересно рассказывали, мне прям понравилось. Я посмотрела вообще без паузы, даже посмотрела все, что там вставлено в видео. Нет, меня не было. Ты был там! Про хорроры. Про фильмы. Про фильмы был. А я думал, вы имеете в виду квест. Я думал, квест. Про фильмы, да, был. Да, это я. Да, конечно, я был. Становится еще более жутко, потому что она-то их не видит. Вот тогда Классный меня позвали. И то случайно. Я, по-моему, проходил мимо. И такой говорю, ребята, вы что, на съемке? Они нет, мы так... А можно... Навязался, короче. Ты устроилась вообще на работу в этом году. Я хотела пропустить этот момент. Мы пропустим этот момент. Это не наша постоянная работа, это наше хобби, наша отдушина, а у нас у каждого есть своя работа, свои трудовые будни. Так вот, что нового ты в профессиональном плане вынесла для себя? В профессиональном плане, мне кажется, я не выросла, но зато мы действительно стали снимать больше видео вместе, больше общаться, проводить время. Корпоративный дух. Нам стало весело. Мы теперь команда. Очень нравится сниматься с такими людьми. Я надеюсь, что это будет продолжаться дальше. Лера начнет соглашаться на видео со мной. Я ни разу не отказывалась. Ни разу. Предложение. Сегодня ее застали, просто привязали к стулу. Благодаря я приехала в грязном. И я тоже в грязном, и нас поэтому... Сейчас дальше красивые девочки, люди, да. Там посмотрите на Там контрасте. серьезные люди, они подготавливаются к выпуску, а мы так, Да, я с работы приехала, я вся в тоналке. Выпуск? Я
Что? Подписчиков стало 8000 человек на канале. Это очень круто. Да. И надеемся, я что думала. в следующем... Сколько будет? 20. 28. Хотя бы пусть эта цифра сохранится. Хотя бы не отписывайтесь, пожалуйста. Во-первых, большое спасибо, дорогие подписчики, что вас стало 8000 человек. Я, честно говоря, не думал, что мы дойдем до этой цифры когда-нибудь. А может, вы под этим видео нам зададите какие-то вопросы? И в следующем видео мы на них ответим? Потому что это хорошее... Это потому что... Нет, я сейчас прям думаю, потому что у нас очень давно не было видосов. Я очень много вариантов, идей скидывала Майе. В итоге она говорила, все вопросы к Кэпу, ему ничего не нравится. А Кэп говорит обратное. Все вопросы к Майе. И вот такая вот просто... Поэтому я говорю, пишите в группу. Матери спросили. В итоге ничего не снималось. А такие идеи были шикарные. Какие? ТикТок. Канал, на самом деле, в плане активности гораздо стал активнее. В Это плане потому что к нам Саргалана пришла. Да, видимо, фактор Саргаланы такой. И если графики проводить, то там... вот Вывод по каналу. Нужно больше снимать видосов. Майя, Кэп. Сюда смотри. Я на вас смотрю. Зачем мне смотреть в камеру, да? Там никто это не решает. переехали на 203-й микрорайон. Теперь вы нас будете здесь чаще видеть, если вы здесь проживаете или работаете. Зачем ты это говоришь? Вдруг у нас хейтеры? Пусть приходят. У нас тут Вася работает сейчас. И вообще-то тут вот два человека, которые занимаются джиу-джитсу. У нас их гораздо больше, на самом деле. Майя тоже? Кстати Мы говоря, чего-то не знаем. Майя посетила Майя, кстати. тренировку по джиу-джитсу. А Саргалана даже сколько, раза 3, наверное, сходила. Лера же тоже И ходила. Лера с Машей по разу пришли. Все ходили на джиу-джитсу, кроме меня. Боже, это так нелепо было. Да, это было было очень... просто провал. Это было очень странно. Притом они пришли вместе Очень с странно. Лерой. И на фоне Леры Мария у нас и так как балерина, да, а тут она приходит с Лерой, А которая... Лера не обидится, нет? Нет, которая более боевая. Рожденная, как талант. Да. Ну, на самом деле, да. Леры талант, На самом деле, да. она его упустила. У Леры, да. Она пошла заниматься мейкапом, а ей нужно было вольную борьбу идти. Да, Она бы, да. возможно, олимпийской Согласен. чемпионкой бы стала. На самом деле, да, у нее задатки в этом плане есть, потому что, ну, это я говорю искренне. Все приемы, которые вы показывали с Кэпом, Лера сразу же схватывала вообще моментально. Она меня там уложила на лопатки и вообще там перекидывала через бедро, а я просто не сопротивлялась. Будет ли кастинг на канал Ветви? И как сюда вообще попасть? Кастинг — это слишком какое-то громкое слово, что мы тут будем кого-то испытывать. Вообще-то, между прочим, мы с Лерой пришли на кастинг, если что. Это вам сказали, что вы пришли на кастинг. Это на нам самом не сказали. деле. Есть пост ВКонтакте, тут вот, где Лерины любимые Нотариально ставки. заверенный скриншот, что Да. мы действительно это написали. Ну хорошо, кастинг, назовите это как хотите. Я больше Так там было очень это много вижу человечков. как просто общение, знакомство. Мы приходим, и те люди, которые чувствуют, что они могут вписаться в наш коллектив, они в него просто вписываются. Хорошо, расскажи, будет Вот ли яркий пример. в итоге эта встреча с новыми ребятами? Встреча будет. Мы так летом еще писали. Мы писали это Теперь мы- летом, мы писали это прошлой зимой. Теперь Встреча будет. Хотим пожелать вам в новом году Крепкого семейного счастья. крепкого здоровья. В этом году мы хотим вам пожелать крепкого здоровья, бесконечного счастья. Крепкое — это мое слово. Я хотела Говори. крепкого счастья пожелать. Крепкое счастье. Мы не умеем. Че упало? Всех, кто к нам положительно или хотя бы нейтрально относится. Мы, ну и пусть и даже плохо к нам относятся, но тем не менее как-то относятся. Мы хотим поздравить с Новым годом, пожелать всяческих успехов, чтобы этот год у вас был самым удачным, самым продуктивным, самым веселым, жизнерадостным и все в том же духе. Чтобы, конечно, все ваши цели и желания не сбывались. Дорогие подписчики, мы желаем вам, чтобы 2020 год, год стальной крысы, был по-настоящему фантастическим, чтобы у вас все в жизни было прекрасно, были новые открытые горизонты, новые земли
И чтобы ваша энергетика никогда не иссякала и била ключом. С вами была студия «Ветви». Всех с праздником. С Новым годом! Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока, вы смотрели канал Ветви. Ставьте лайки, колокольчики, кнопочки. Серого должна быть. Серые кнопочки. Нет, если они серые, не трогайте. Красную нажми. А ты нажал красную? В общем, да. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И с Новым годом! Восточно-Сибирский научно-образовательный центр приглашает всех желающих на учебу. Наш адрес – город Якутск, улица Ларионова, 4, телефон 26 26 65.